Да, значит, добрый день, дорогие друзья. Я Белкин Илья, основатель Центра «Баланс», совместно с Академией «Эндорфин». Мы сегодня рады вам представить уникального просто человека. К нам зашел в гости уникальный человек, доктор Тухери, народный герой Дагестана, лучший целитель 2004 года, академик и просто замечательный человек. И сегодня мы хотим в рамках нашего центра «Баланс», где работает 18 специалистов различных практик народного целительства, там, где мы помогаем людям приобрести здоровье, мы никого не лечим, мы помогаем восстанавливать здоровье. И когда здоровье восстанавливается, соответственно, человек приобретает баланс, и полностью организм тоже входит в состояние здоровья. Спасибо, то, что вы представили. Я в данный момент являюсь президентом Международного союза писателей и целителей. Сейчас в нашем союзе больше 230 человек со всех регионов мира, в том числе с Македонией, Германия, Болгария, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Ирана. Цель нашего учить людей быть здоровыми. Потому что вот здесь у вас центр «Баланс», если балансировка энергии, есть все продукты, которые поступают в организм, нужно каждая клетка, макро-микроэлементы, углеводы, белки, жиры, он не будет болеть, он восстановится. Вот ваш центр людей будут учить восстановить свою энергию. Весь мир состоит из энергии. Вот когда человек появляется на земле, делает вдох, когда умирает, выдох. Между одним вдохом и выдохом кто-то один день, кто-то 100 лет будут жить. Когда человек уходит, его энергия поднимается на расстояние 100 000 километров. Это со стороны космонавтов, их связист подарил мне свою книгу. Там доказано, что есть зона мертвых душ. И эта энергия будет на связь с родственниками, друзьями. И как Ломоносов тоже сказал, энергия с одного вида превращается в другого. Машину мы заливаем бензин, превращается в энергию, машина толкает, двигается. А человеку мы заливаем или даем воду. Вода является основным средством, основным лекарством для балансировки нашего организма. Вот каждая пища, которой нужно перевариться, нужна вода. Я написал книгу «Вода дороже золота». И в нашей республике наш президент поднимал вопрос питьевой воды по всему миру. И 3 международных конгресса прошел в Таджикистане, 86 стран мира участвовали. Без воды нету жизни. Вот жалко, что сейчас у меня прибор был, который поставить начинает гореть, он показывает то, что у человека энергия есть, он дышит. Вот эндорфины. Этот внутренний гормон тоже вырабатывается, благодаря что нужно? Организм нужно белок, углеводы, минералы, так, то, что необходимо для жизни. Кислород для жизнедеятельности нашего организма. Если человек знает балансировку, значит у него все восстановится. Я последние 3 года лично употребляю ежедневно 3-4 штука грецкого ореха. Так, тыквенные семечки, там очень много есть цинк. Это с целью профилактики лечения простатита. Урюк 4-5 штук. Это вместо кардиомагнила, панангина, аспаркама. Там калий, магний. Благодаря калию, магний насос сердце работает. Дальше финики употребляют. Там очень много йода с целью профилактики зоб и другие заболевания. И фрукты, овощи, яблоки, виноград, туда. Если вот этот баланс постоянно, регулярно поступает, человек не будет болеть. В результате, например, вот, когда я был студентом еще в медучилище, у меня цинк был, постоянное кровотечение зубов. И наш преподаватель, мы собирали хлопок, мне каждый день заставили, чтобы я употреблял 100 грамм капусты сырой. И вот через 10 дней он восстановился.
Вот один совет восстановить то, что организму нужно аскорбинку, витамин есть. Сейчас есть книга лечения онкологии именно витамином есть. А витамин есть, все на природе есть. Так, насчет нашего сотрудничества. Я, в общем, участвовал на более 160 международных конгрессов. Еще при покойной Галперине я здесь сотрудничал. Много статей опубликовали. И профессор Корсун, директор института фитотерапии, мы создавали журнал «Практическая фитотерапия». В тесном связи мы работали. Наша сила в дружбе. От дружбы люди расцветают. Поэтому мы с вами будем сотрудничать. И одновременно могу вас всех пригласить. У меня в Таджикистане в горах есть санаторий на 30 человек. Зона экологически чистые. Люди приходят просто там, зона, как мы говорим, баланс энергии. Очень сейчас доказано, более 200 космоэнергетических каналов есть. Это каналы подключаются, человек выздоравливается. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. И все природные продукты, травы, чаи, родниковая вода. Вот в результате нашей дружбы мы продолжаем друг друга жизнь. Вопросы будут, дальше буду говорить о своей препарате. Скажите, а как вы диагностируете людей? Вот приходит человек, он уже заболевший, и он иногда бывает не знает своих диагнозов. И как вы это диагностируете? Смотрите, раньше не было ни одного лаборатории. Наши классики Авиценна был таджиком и написал канон врачебной науки, который сегодня до сих пор он не терял свое значение. Он по глазам, если человек алкоголик, курит наркотики, по глазам сразу видно. Если желтуха, желтушность, просто посмотреть на глаза. Язык, зеркало органов пищеварения. Посмотришь, изменения есть уже, желудок, печень, почки, все. По губам можно поставить. Вот ногти, например. Нажимаешь, отпускаешь. Если желточного цвета, печень, желчный пузырь. Если синюшного цвета, легкий. Если вообще белая анемия, по пульсу можно определить. И если человек знает нормальный анатомию, физиологию, вот, например, человек должен 16-20 раз дышать минут. Если больше, меньше, это говорит о наличии патологии. Сейчас по российским прессам написали таджик, который мир признает, по ходьбе ставит диагноз. Вот на улице посмотришь, кто как ходит, в каком положении. Можно диагностировать, не обязательно, что послать много лабораторий, все. Великая Авиценна, когда не было лаборатории, у кого диабет был, сказал, идите где, под деревом помочитесь. Через час сходите, если там мухи появились, значит у вас сахар есть. Видите, простая арифметика. И по составу мочи, от запаха мочи, от запаха тела, от запаха кала. Здесь целый комплекс диагностических лабораторий. Я в последнее время говорю то, что техника не решает проблемы со здоровьем. Каждый человек, он для себя есть врачом. Надо людей учить быть здоровым в школьной скамейке. Вот поэтому я стараюсь, что я разработал программу именно произвести в двух структурах изменения просвещения и здравоохранения. Именно в каждой школе должен преподавать врач, чтобы он хорошо знал анатомию, физиологию, как беречь свои глаза, уши, зубы, общение, как смотреть телевизор, общаться с старшими. Вот почему японцы долгожители, потому что их сначала учат. Где в семьях нормальное поведение, учеба, это люди долго живут, мало болеют. И терроризма не будет, потому что воспитание начинается с школьной скамейки. Вот, если вот сейчас наши государства будут поддерживать, конечно, я свою программу буду учить. Вот сейчас по России в некоторых школах уже где-то ученики 9-10 класс могут спокойно читать ЭКГ, УЗИ, анализ, делать все, уже как на уровне врачей они могут знать. Детский мозг хорошо, быстро воспринимает. Если мы людей вот так будем по школам учить, они мало будут болеть. Или мы с институтом фитотерапии в России проводили с целью профилактики, как гельминтоз, анемия и зоб. В школах дали профилактические фиточаи против
зуба, против анемии. Месяц человек попил, он здоровый. А если не пил, много проблем начинается. Медицина должен быть профилактический. На территории Российской Федерации я работаю более 40 лет. Так, выпускали здесь два препарата, ферула и замч. Вот ферула это растение, которое при Союзе человек защитили диссертацию. Научно доказано, что обладает антиопухоли, антипаразитарные, антиэпилептические, омоложающие свойства. Совместно с профессором Корсуном мы написали ферула лечит опухоли, омолаживает тело. И второй препарат это замч, Памира, лучший лекарь мира. Они зарегистрированы как пищевая добавка Минздрав Российской Федерации и в Таджикистане. Сочетание на 3000 онкологических больных прошли клинические испытания в Москве и Санкт-Петербурге. Эффект очень хороший. Да, мы можем вам тоже представить, люди могут в вашем центре приобрести, потому что вот с Вьетнама у меня один знакомый был, он покупал большими партиями и там продавал очень дорого. Каждый вот штук по $200. А так у нас 1500 рублей стоит. Бизнес это такое, отсюда купить, здесь продай, люди не знают, как это бить. И выпускаю два крема, этот я вообще выпускал сначала шелковый биопрогресс, потом Сергей Посад и подольский крем Тарангин и Хушлу. Тарангин это для лечения профилактика аденома, простатит, геморройна при радикулитах, псориазах, походу вот мы начали выпускать, много больных начали поправляться этим продуктом. Так, в дальнейшем мы можем что с вами делать? Обучать людей, провести кратковременные курсы. Вот, например, я в Питере каждый год сейчас приезжаю, ну, группа 5-10 человек собирается, всего один день я учу. За один день я обучаю технологию питья воды, комплекс дыхательной гимнастики, комплекс упражнений для глаза, для позвоночника, так, лечение голосами, звуками, дыханиями, танцами и травами. Это надо учить людей. Для этого нужно знание. Знание будет средней продолжительность жизни человека 100-150 лет. Великий Авиценна в свое время сказал, что медицина сидит на 3 кита. Нож, слова и трава. Нож это наша вся хирургия. Если где-то кровотечение, заворот, травма, без хирургии не обойдется. Слово каждое обращение любого человека к любым врачам. Там, гинекологу, психологу, кожевенерологу приходит, нас спрашивает, вылечишь? Если он говорит, да, вылечишься, подсознание код уже поправляться человек, быстро восстанавливаться. Я не онколог, написал книгу «Рак излечить». После как много людей прочитали мои книги, они выздоровели, потому что поменялся их подсознание код. Надежда на выздоровление – это половина лечения. Когда люди сами начинают стараться помочь, болезнь заходит. Ко мне, когда приходят, я говорю, хочешь выздороветь, давай со мной подружимся. Здесь ты, я и болезнь. Когда вместе будем дружить, работать, болезнь уходит. Болезнь это тоже гость. Надо его уважать и провожать. Вот, поэтому надо сотрудничать и людям помогать, чтобы люди были здоровы, жили 100 лет. Я книгу написал «Как прожить 100-летний болезнь», и в прошлом году вышла у меня книга «Научись сохранить здоровье». Это в любом возрасте можно людей учить быть здоровыми, счастливыми и долго жить. А болезни, они от чего приходят? Они приходят только от неправильного образа жизни или есть какие-то другие причины? Нет. Факторов для здоровья человека очень много. Например, 10% состояния здоровья людей зависит от медицинской работы. Это по данным ВОЗа. 40% от окружающей среды, обеспечения вокруг нас дороги, вода, свет, все. И 50% от самого человека. Если он перед себя поставит цель, задачи себе будут беречь, обязательно он должен быть. А если хаотично, здесь там злоупотреблять пищей, питанием, алкоголем, все много болезней появляется. И каким образом, если вот человек приходит, у него во всех 3 пунктах нарушения, то есть его надо учить быть здоровым? Обязательно надо учить быть здоровым. Я являюсь учеником
покойного Рожнова Владимир Рожнов, он был заведующий кафедрой психотерапии, написал руководство по психотерапии. Я всю жизнь учился на территории России у главных специалистов, там был в Питере, написал женскую секс-патологию Святош. Вот от них много, когда общаешься, вот сейчас мы с вами общаемся, мы обменяем свою информацию, свои знания друг друга передаем. И много, я от них много научился. Под воздействием психотерапии можно лечить много болезней, в том числе наркомания, алкоголизм, вредные привычки, курение, ожирение. Ну, подсознание у человека начинает работать, даже можно предсказать, сколько лет человек будет жить. Я когда-то делал, вот, был заведующий отделение реанимации, людей подключил к кардиомонитору, ввел в состоянии гипноза. Вроде начал повышать у всех давление, пульс, все нормально, уже монитор показывает. Через 10 минут внушал, что у вас дома неполадки, нечасто. Вроде человек спит, у него сразу тахикардия, давление повышает, под действием слова происходят бурные изменения в организме человека. Поэтому словами можно лечить, словами можно калечить. Я написал книгу «Мудрость любви», словами можно любить, словами можно убить. Почему семьи разрушаются? Один неправильное слово оттягивает друг друга. А здесь нужно коррекцию делать. Помогать. Это воздействие слова на организм человека и баланс, энергия. Есть люди, которые вампиры. Сидишь рядом с ними, все качает твою энергию. Человек энергию берет откуда? От дерева, от воды, от космоса, от солнца. Есть люди солнцееды, разные направления. Поэтому иногда чаще люди должны общаться с природой. Вот покойный Наумой Бакин тоже сказал, у кого онкология, идите в лес, то, что найдете, употребляйте, общение вот на территории. Через 3 месяца вернуться, никакой онкологии, ничего нет. Организм имеет колоссальные возможности, запасы, он восстановится при помощи баланса энергии. А вот есть такая практика, лечебное голодание. Вы как-то эту практику используете? Я в течение своей жизни много больных, которые были астматиками, они чуть не умирали, они до 40 дней я лечил голодовками. И Николаев был автор книги «Голодание» тоже, и Полбери, я его книгу перевел. Все болезни от неправильного питания. Вот если человек неправильно ночью поел много там мяса, шашлык, там мучни, на следующий день может умирать. Я вскрывал боли 2000 трупов. Одна женщина, которая страдала ишемической болезнью сердца после инфаркта, но одна жила, сделала кашу, где-то 1,5-2 литра поела эту кашу. Когда человек кушает, тот объем крови, который должен поступать в мозг, поступает в желудок. И хочется спать. Она уснула, ей фибрилляция, в результате она умерла. На вскрытый полный желудок. Поэтому есть русская пословица: утром есть сам, обед пополам, вечером враг. Понятно. Но скажите, вот у нас сейчас на столе лежит такой интересный инструмент, и как вы пользуетесь? Я этим аппаратом специальные курсы проходил, даже Лунко написал биоэнергетическую книжку. И вот, например, простой, я доктор Тахири, видите, вот направо поворачиваюсь, он подтверждает, что я доктор Тахири. Я Юрий Гагарин, я же Николай Бай, он сам поворачивается. Мысль – это материальная, это энергия. Вот это мне определяет, делают диагностику. В битве экстрасенсы видели, они нашли, кто кого убил, где убил, что это мысль, энергия постоянно находится в движениях. Это я на рынке захожу, это продукты годные к пище или нет. Я определяю растения. Вот я написал 4000, и сейчас много фитоцентров в России висит мои 4000. Фиточай, унеси мою печаль. У тебя такой роль, пьешь, тебе уходит боль. Ты лекарство и нектар, ты бесценный Божий дар. Все лекарства находятся на природе и на земле. Даже песком можно лечить людей. У меня есть доказательная база, много людей я даю 3 сорта песок. Красный,
белый и голубой. Говорю, 1 столовая ложка. Возьми, заливай кипятком. Так, значит, осветится, воду попьешь, а это глину смазываешь на руки, где ясу. В обед красный, вечером голубой. 2-3 недели человек выздоровится. А мы ищем какие-то лекарства химические, которые иногда потом вредят организму человека. Скажите, вы в Москве будете там не определенное количество времени? Да, я вообще в Москве периодически, вот раньше приезжал в гостиницу Измайловска, проводил тренинги обучающие в храмах, в Санкт-Петербурге, организациях, мечетах. Ну, где народ собирается, я их учу, чтобы были здоровыми. И в центрах Гордеева, который более в центре есть по территории России, 2 в Москве, Санкт-Петербурге, Стрельтамаке, Уфе, Екатеринбурге. Иногда у нас договор есть, они собирают пациентов, я консультирую и назначаю травы, которые они начинают употреблять. А в Москве вы планируете вот в этот приезд делать такие курсы, обучения? Это от вас зависит. Например, если хорошие руководители организации, они приглашают. Организация имеет не менее 200, 500, 1000, 1500 сотрудников. Я могу провести этот тренинги 1,5-2 часа обучать. На тренингах обучают технологии питья воды. Человек сколько должен воду пить, какой воду пить, все это, как делать очистительную клизму, надо чистить кишечник. Так, движение в день должен 5-10 километров ходьбы. Смехотерапия. Я автор книги «Смехотерапия». Когда человек смеется, вот, баланс гормонов, эндорфинов, много болезней автоматически проходит. Вот там есть, пример есть, болезнь коллегоноз, врачи считают неизлечимой, этот человек пошел в гостиницу, комедия смеется, боли нету, через 3 недели он здоров. Поэтому смех продлевает жизнь, балансировка энергии, эндорфин, это от людей зависит. Те люди, которые меня приглашают, я готов со всеми сотрудничать. В пределах России я в свое время ездил 3 до находки, проводил на территории Тюмени. В многих регионах я проводил тренинги. Это обучающие. Поэтому я свои знания передаю, и сразу я тогда получил орден Дух Святого Просветителя. Надо передавать свои знания другим людям, которые они могли использовать, быть здоровыми, счастливыми и долго жить. Значит, дорогие друзья, если вы хотите попасть на уникальный мастер-класс доктора Тахири, можете обращаться к вам. Здесь к нам. Записать группу. Телефоны все мы оставим под роликом, и вы их знаете. Звоните, записывайтесь, и доктор Тахири проведет мастер-класс, научит вас правильному питанию, правильному питью, дыханию, как правильно спать, есть, и мы будем здоровы и оздоровитесь, и благодаря этим знаниям мы восстановим свое здоровье. Но, да, но правда, я вот хотел еще задать вопрос относительно 100 лет. На самом-то деле мы знаем, и я очень много слышал от уважаемых людей, профессоров и академиков, что организм человека рассчитан на 150 лет жизни. Но практически в мире люди, которые доживают до 130 лет, их можно по пальцам пересчитать. Ну просто реально. Это что же тогда получается? Это неправильное. Это надо учить людей. Вот японцы, знаете, вот с детства учить трудолюбие. Берут стакан семечки, стакан гороха, смешивают и вот отделяют. Он начинает сидеть, отделяют и подарят шоколад. Трудолюбие с детства учить. С детства надо учить и сохранить свое здоровье. Уважение к старшему, значит, охрана окружающей среды. Мы сами уничтожим свою жизнь. Вот, например, сейчас то, что война, я против войны. Я, может быть, расскажу, что люди знали. Я живу в горах, ближе к Богу. Один раз поднимался.
Богу говорю, ты скажи, пожалуйста, кто на земле самый сильный человек? Он говорит, иди к земле. Пришел в землю, спрашиваю, самый сильный. Он говорит, скажи, кто будет сильный? Я говорю, Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, другой. Он говорит, иди сюда. Все под моими ногами лежат. И написал, что среди людей всегда раздор, всегда имущественный спор. Один готов другого съесть, а смерть не думает, что есть. В этом мире мы все гости, приходим, уходим. Разрушать природу, воевать это нельзя, и Бог не рекомендует. И наши религиозные книги не рекомендуют. Поэтому надо советоваться, поговорить. Вот все президенты были, прошли, вместо них пришли другие. Надо сделать мир добрым, ходить друг к другу в гости, даже убирать все эти визы, людей учить к здоровому, хорошему мыслю, чтобы не стали террористами. Террорист тоже кто делает? Один богаче дает деньги, говорит, иди, взрываем, а он пойдет делать. А если у него здесь мозги хорошо работают, он не пойдет, потому что скажет, это грех, это нельзя делать. Поэтому и религия воспитывает. Я когда-то здесь читал 154 муфтим России лекцию. Религия, культура и здоровье. Что дает религия для здоровья? Что такое культура и вообще, что такое здоровье? Здоровье от нашего окружающего мира много зависит. И предлагаю, что в мире не было война, был чистое небо, люди дружили. Все от голода никто не умирает, от голода в данный момент. Просто не нужно разрушать землю. Те земли, которые плодотворны, сейчас стреляют, что-то делают, разрушают. Кто делает? Человек сам. А Бог его еще наказывает. Они не думают, что они будут вечно богатыми или сильными. Я поэтому призываю, чтобы вы все жили в мире, в дружбе, в согласии. Желаю вам всем мирного неба, свежего хлеба, родниковой воды, никакой беды. Сколько хотите денег. Будьте здоровы! Вот это энергия!